Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире очередной выпуск «Евразийского времени». Я ее ведущая Зарина Умиталиева. И сегодня у меня в гостях Мурат Мусабаев, общественный деятель, мыслитель. Здравствуйте! Здравствуйте! Как ваши дела? Хорошо, спасибо. Мурат Баке, сегодня давайте поговорим о молодежи. Я обозначила как молодежь Евразии, именно молодежи, которая проживает в евразийском пространстве. Почему для меня это важно и почему это, я считаю, и актуальнейшая тема? Мы сейчас, как мы знаем, мы в этой передаче обсуждаем и геополитические процессы происходят. Такой происходит некий слом эпох. Каких-то подмена ценностей, есть кто еще устойчивые есть, допустим, понятия, ценности. В общем, я хочу вам сегодня предложить обсудить перспективы молодежи на сломе, стыке, что их ожидает, как они должны, на что они должны опираться. Вызовов очень много. То есть не то чтобы молодежи, скажем, еще не совсем сокрепшей, не совсем зрелой, допустим, психикой, что их ожидает, на что они должны надеяться, какая должна быть опора. Потому что, в конце концов, если именно проводить правильную молодежную политику, это даст возможность хотя бы какую-то опорность брать, такой чтобы они чувствовали, что в себе какие-то силы, ресурсы, что бы ни произошло, что есть определенная опора, ценности, и что бы ни случилось, они выйдут победителями. Дай Бог, мы все-таки более старшее поколение обязаны думать об этом и так далее. Я предлагаю вам об этом сегодня поговорить. На сегодняшний день я знаю, что очень происходит и молодежная политика проводится, в тех или иных евразийском, и в соседних странах, форумы, конференции, что очень радует. Молодежь, она активна. Давайте сегодня об этом посвятим наш эфир сегодня нашей молодежи. Я хотел бы начать с тезиса, что есть одна вещь, которую купить невозможно. Эта вещь называется понимание. То есть можно многое купить, а понимание его не купишь. И понимание приходит обычно тогда, когда человек, люди, общество, они на своем личном опыте прочувствуют что-то, и тогда приходит понимание. Во-первых, давайте начнем с того, что вообще по общей мировой такой градации молодежью считается это возраст от 18 до 35 лет. Это до 18 это детство и юношество, а это до 35 лет. Поэтому у нас, когда мы говорим... он уже в поисках нащупывает, себя находит. И когда у нас говорят молодежь, все думают, это 18-20 лет. Нет, вообще до 35 лет молодежь. И если взять даже на момент развала СССР, я сам относился к категории молодежи. Мне в конце 1991 года исполнилось 30 лет. И мы тогда на произвол судьбы брошены. То есть каждый занимается своим, то есть это время было просто выживания, понимаете? Рухнула система. Время без ориентиров. Да, время без ориентиров, принцип жизни обогащайся кто как может. В общем-то, и все начали судорожно искать. Просто, хорошо, я, допустим, более-менее подготовленный человек, я уже в конце 80-х годов кооператив открыл, что-то занимался предпринимательской деятельностью. И поэтому просто в этой системе, в бурной, приходилось выживать. И я бы хотел сказать такую вещь, понимаете, когда-то я, когда изучал некоторые вопросы, допустим, что такое молодежь, это самая такая пассионарная сила. Движущая сила всех революций, всех цветных революций, бунтов возникли, это молодежь. Согласитесь, такая молодежь, она активна, она в поиске, она задает себе вопросы. И вопрос всегда зависит от ориентиров в голове. Так когда я изучал вопрос, оказывается, в период Великой Отечественной войны основная тяжесть войны, это где-то 3/4 до 80% личного состава, это была молодежь от 18 до 25 лет. То есть они, получается, страну, государство вытянули. Если взять командный даже состав, командиры
взводов, самый нижайший, да, на котором вся тяжесть войны, командиры рот, командиры батальонов, опять же молодежь до 35 лет. И если взять количество награжденных, это высшими государственными наградами, в том числе это тоже. Получается, в такие исторически тяжелые моменты мы, оказывается, про молодежь вспоминаем. И она на себе выносит, да. А когда, значит, в какой-то момент мы их, вот в 90-е годы, да даже в нулевые годы, до 10-го, как-то тема молодежи, она была на втором, на третьем, даже на четвертом. Не в приоритете. Да, не в приоритете. А хотя вот возьмите даже так, вот, например, спорт. Международные игры. Кто основная категория людей? Это же молодежь. От 18 до, также до 35 лет. То есть мировой спорт это в основном 99% это молодежь. Если взять даже эстраду современную, культуру взять, приходит новое веяние, молодежь. Понятно, это такой возраст, когда хочется познать жизнь, нащупать какие-то ориентиры, идеи. Как раз когда только он формируется, такой становится зрелой личностью. И вот он выбирает свое направление. А вот почему я назвала свою передачу «Молодежь Евразии», да, вот почему вот у нас есть у молодежи такое нечто вот общее, да, что нас, возможно, объединяет. Я вообще замечаю, что в последние годы очень много проводится такая активно молодежная политика идет. Вот, к примеру, вот мы как раз, допустим, перед началом эфира обсуждали, да, о том, что вот сейчас мы форумы, конференции, там круглые столы, да, вот связаны. И там она задействована, молодежь. И вы как-то сказали, что самое главное, вот я хочу, основная цель этих вот форумов, там, конференций, вот таких объединительных мероприятий заключается в том, что у них происходит взаимообмен, да, они делятся своим опытом, знакомятся, набирают связи, снимаются многие проблемы, то есть более ближе узнают себя, тем самым даже снимаются вопросы межэтнического, межнационального. Их, например, гораздо больше тем, что их объединяет. Мне кажется, вот мы как раз вот говорили, да, вот этих формах значения, вот именно вот актуальность таких формов. Вот можете об этом больше рассказать? Вот смотрите, вот я как-то исследовал вопрос в прошлом году, это 24-й год. Взять Россию, около 60 мероприятий, в том числе международных, молодежных. Я, кстати, вот сейчас даже посмотрю на телефоне, да, у нас тоже есть молодые люди, которые занимаются экологией, да, и вот что-то мы разговаривали на 25-й год. Просто ради интереса. Смотрите, Евразия Глобал, да, с 24 по 29 июня в Оренбурге. Это международный форум. Дальше ШУМ. 12-18 августа Калининград. Тоже, это на 25-й уже год. Это вот 25-й год. Дальше территория смыслов, Московская область, да, она целый месяц будет идти с 4 июля по 4 августа. Вот я ребятам как раз... Это все посвящено молодежи. Это все молодежные форумы, да, проводятся вот тоже с молодежью. Я поэтому им советовал, говорил, как-то надо вам поехать, заявить об участии, сходите в Министерство молодежи. Да, активнее. Почему? Потому что, это же правильно вы сказали, это все-таки интеграция, это налаживание связи. Да? Вот дальше, да, смотрите, Таврида Арт, это 1 июля до 3 августа в Крыму. Это больше получается, вот все за год, что эти все мероприятия? Это в 25-м году. И вот еще международный молодежный форум с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. И вот в этом плане мне как-то хотелось бы, чтобы наша молодежь активно приняла участие в этом. Поэтому вот те, кто у нас в Джугуркулке есть в правительстве, да, вы подыскиваете молодежь для участия в форуме. Почему? Налаживание контактов. Потом было бы хорошо, если бы, скажем, это проводилось, допустим, и у нас какие-то мероприятия проводились, да, вот, такие международные, с приглашением. В регионах Центральной Азии. Да, в Узбекистане, в Таджикистане. Было бы здорово. Почему? Потому что, вот смотрите, когда мы говорим, допустим, о
проблеме религиозного экстремизма. Кого в основном стараются вовлечь? Опять же молодежь начинается. Когда деструктивные... Самую пассионарную часть. Самую пассионарную часть, да. Когда там радикальные националистические движения какие-то идут. А опять же молодежь. Все зависит от того, ну, чем, как бы, ну, какое топливо в них вложить. А это же международные вот такие вещи, они знакомятся, они контакты налаживают какие-то. Обогащаются. Да. И вот здесь еще очень важно, да, мне нравится, вот, как бы, когда, особенно в России это замечаю, вот территория смыслов, да, это не просто, вот как раньше в комсомоле, да, было такое, есть понятие инициативы, есть понятие установки. Когда комсомольцы в контексте установок они двигались, спущенных сверху, инициатива подавлялась, и как бы инициатива была наказуема. Кстати, я хотел бы вот сюда чуть-чуть оттянуть, когда я изучал вопрос Кыргызской республики, становления, это вот 20-е и 30-е годы. Я тогда с удивлением для себя, вот Турикул Айтматов, Ишиналы Абдуралы, как его, Арабаев, да, Джунус Абдрахманов, да? Джусуп Абдрахманов. Это, можете себе, эта молодежь была вот, 25-30 лет. Да, они даже вот устали у руля. Да, у руля. Я тогда подумал, ну надо же, да, в таком юном возрасте люди, и инициативы были. Вот начало индустриализации, да, вот может же молодежь, да? Вопрос тогда, конечно, когда мне говорят, вот там, ну, может, там репрессии где-то закончилось, как раз весь вопрос, они были очень инициативные, пассионарные. Горели, они какие-то идеи двигали, а вот такие возраст, как я, дяденьки, за 50... Уже все такие становимся консерваторами, да. Нам тихо нужно сидеть. Которым надо было, чтобы как бы они действовали там в контексте установок. Быстро как бы осадили и, соответственно, вот закончилось. Но я о чем хочу сказать. Есть такие ключевые вещи, да, как становление республики. Да, на базе этого мы государственность строим свою, правильно? Если взять Великую Отечественную войну. И если мы говорим, что на молодежи лежит основной вот эта тяжесть вот этих вещей, вот сейчас как раз на вот этих, в рамках этих международных форумах надо как-то дать возможность вот эту, скажем, энергию молодежи пустить в правильное русло, чтобы инициативы проявляли, понимаете? Какие-то, чтобы они не просто то, что мы называем там стартапы или еще что-то, да, а именно в культурной сфере. В гуманитарной сфере, да. Мы же не можем оставить на произвол судьбы, чтобы они потом между собой, упаси Бог, там воевали там, или еще что-то. Нет, вы знаете, я вот к чему говорю, что вот именно вот, как мне кажется, вот, что вы правильно отметили, что и нам, Кыргызстану, и странам Центральной Азии, как-то вот, что вот бы чаще бы делать такие форумы, да, чтобы мы должны их завлекать, привлекать, в чем преимущество. Самое главное, вот эти все и происходят интеграционные процессы, они знакомятся между собой, сами по себе, ну, молодежь это же будущее, и уже у них рождаются там новые идеи, новые какие-то смыслы. Такое вот хорошее название «Территория смыслов», где вот сказали, да, вот что вот... Да, в Нижнем Новгороде. Да, вот, и вот вы знаете, вот, потому что вот хочется больше таких видеть пассионарных молодых людей, и мужчин, и девушек, и парней, и девочек, да, чтобы они как-то взаимодействовали, обогащались, приезжали, делились опытом, у них чтобы горели глаза. Самое главное это вот налаживание вот этого интеграционного сотрудничества практически в любых сферах, да? Но самое главное, я действительно акцент сделаю, сотрудничество, вот это культурно-гуманитарное сотрудничество. Вот у нас, как-то помните, было такое мероприятие, Международный Сыкульский форум, да? Да. Хорошо, если даже, да, если кстати, мы у нас вот эту тоже, да. взрослую часть, допустим, но начать, допустим, с молодежной части, сделать и Сыкульский форум, но именно хотя бы в начале, в масштабе молодежи, да, чтобы вот как-то молодежь какие-то новые идеи, вот на самом деле будущее же, вот будущее страны это за ними, они когда-то очень скоро придут к рычагам управления, да, а практически они будут вытаскивать страну. Это и есть наше будущее? Да, это наше будущее, а если взять сегодня реально глобально... А в настоящем, если будет много таких мероприятий, тогда вполне ожидаемо, какое может быть будущее. Да. То есть на равном партнерстве, на сотрудничестве, дружбе, интеграции, да, вот понимании каких-то глубоких вещей. Я поэтому как-то сторонник того, чтобы, во-первых, молодежь в науке.
Да? Это очень серьезная тема, да? Да. И поэтому молодежь и в политике, в принципе, тоже. Молодежь же, да? во всем. Это Да, же наше молодежь будущее, во да. всем. И Там они правда- даже могут соприкоснуться и найти, а на самом деле, каким они себя видят в будущем, в чем они хотят раскрыть свой потенциал, в конце концов. Вот, Зарина, вы помните, да, в советское время пионерлагерь «Артек» был? Артек, да. Отличники туда. Отличники туда ехали, да. И вот в основном тех, я сам не был в Артеке, но те, которые вот артековцы, да, они ехали, да, представляете, там дети вообще всех национальностей, всего Советского Союза, Ну, да, там 15 и там налаживались какие-то вот такие контакты. И они дружили. Да, они и потом сохраняли какие-то связи, вот это вот артековское, даже у некоторых до сих пор есть вот это вот артековское детство, да, это такая, как семена вот эти вот, которые мы должны посадить сейчас. И вот хорошая практика я была вот эта. заметил такую вещь, да, вот 90-е годы действительно, в общем, вообще про молодежь забыли. Вообще слово молодежь так просто. Сами себе предоставили. Да, абсолютно. Если взять уже нулевые годы, как-то вот робко началось, и только более или менее как-то такая целенаправленная политика, она началась где-то вот с десятых годов, вот начала двигаться. Я вот так анализирую, да, если честно, да, ошибок мы все допустили очень много ошибок. Да? Сегодня мы разгребаем последствия разных ошибок. Идет переосмысление. Вот на сегодняшний день, когда говорят, допустим, я слышу такие вещи, дебюрократизация в нашей стране, значит, люди поняли, что система управления настолько забюрократизирована, а для людей вот этот бюрократический дух, это вообще ужасает. Значит, начинается работа. Вначале приходит что? Осмысление, что надо что-то делать. Потом начинается обсуждение вопросов, потом какие-то программы пишутся. Да? Точно так же, вот я заметил, да, допустим, борьба с коррупцией в той же России. Все же понимают, никто не говорит, что ее нет. Но когда это становится таким, выносится на суд общественного мнения, когда это все-таки выносится, когда происходят такие вещи, значит медленное очищение. Очищение всегда медленно происходит. Вы знаете, мы в прошлый раз как-то мы с вами на одной из передач затронули как раз-таки вот тему кризиса смыслов. Да. Вот, и вот наша вот молодежь, наши дети, то есть мы как наше будущее, вот как раз живет в эпоху, когда вот идет вот кризис смыслов. Да. И я вот считаю, что вот я прям за то, чтобы вот было вот таких много молодежных вот конференций, форумов, взаимодействия, обогащались. Мы, когда вот узнаем друг друга, допустим, оказывается, у нас много общего, чем на самом деле нам казалось, да? Да. Тем более за, скажем, более 30 лет мы вот, скажем, да, вот страны бывшего Союза даже где-то растеряли, да, какие-то. Хотя потом, когда они знакомятся между собой, оказывается, все одно и то же. Оказывается, и взгляды такие, Да. и ценности такие. И, в принципе, и это вы прям очень хороший привели пример насчет Артека, да? Потому как у меня есть также некоторые друзья, они тоже у них друзья остались, они годами дружат. Я говорю, а где вы познакомились? Когда мы вот Артек был, и вот с тех пор наша дружба. Вы представляете? Вот и самое главное, вот это понятие дружба, да? Дружба. Вот. Снимает многие вопросы, казалось бы, да? Вот многие вопросы. На сегодняшний день, мы же понимаем, что такой цивилизационный слом идет. Это не только вопрос смены технологических укладов, но мы же видим, да, какие события в мире происходят. Да? Во-первых, вот эта глобальная экономика в том виде, как она существовала, она медленно начинает трещать. Возникают макроэкономические зоны. Да? Они должны как бы второе дыхание получить. Да? Мы должны понять, в контексте какой макроэкономической зоны мы останемся. А потом нужно понять, допустим, в каких областях необходима вот эта интеграция экономическая. Вот сейчас как раз для молодежи самый такой период, да, если дать им инициативу, они очень много полезного привнесут. И смотрите, все же эти стартапы, это же молодежь делает же, допустим, да, у кого-то выстреливает, у кого-то нет. Кстати, я вспомнила, вот вы сказали, что в Иссык-Куле прошел молодежный форум, как раз таки это организовала Евразийская экономическая комиссия, уделяя именно столь большое внимание именно молодежной политике. Вот на удивление, 15 лет вот внуку моего, да, и как-то я что-то заговорил вот об экономической части, а он вот занимается как раз вот IT-технология, информационные технологии, какие-то курсы ходит. И вот он тоже говорит,
понимаешь, говорит, а почему нет? Говорит, можно программу, 15 лет, он говорит, можно программу создать, говорит, вот представляешь, столбики, вот как ты говоришь, вот это одежда, вот это, допустим, там какие-то предметы, в общем, все, я ему говорю, это структура потребления. Он говорит, можно контролировать, вот, то есть программа будет выдавать, ну, как бы, что вообще общество потребляет. Дальше в каждую заходишь, допустим, одежда разворачивается, и везде, как раз вот он мне говорит, то, что ты хочешь сказать, то, что мы производим, то, что мы там, или мы что покупаем, можно это все на графиках показывать. То есть 15 лет он еще как бы тему экономическую не знает, но с точки зрения вот цифровых технологий, он уже, а это практически как бы вопрос планирования. Ну, анализа и планирования, да. И вот сейчас, например, в рамках вот макроэкономической зоны назревающейся, очень важно будет устанавливать такие внешнеторговые контакты, чтобы они отвечали критериям, прежде всего, безопасности, взаимной выгодности и справедливости. Вот именно вот такую торговлю нужно налаживать. Она отдаленно в некоторых вещах может напоминать вот, ну, советский госплан, но немножко принципы новые. Вот как раз сейчас это дело молодежи. И вот когда политикам приходится на правительственном уровне перетягивать бесконечное одеяло, да, и здесь же хитрость начинается. Вот сейчас, например, идет такая торговая война, но она вообще в мире идет, а между Китаем и США, да, они друг другу пытаются доказать, ну, кто кому ущерб больше приносит, кому выгодно, невыгодно. А если бы это было в контексте, допустим, информационных вот этих технологий, да, им бы просто эта система выдала, что у вас, ну, рекомендация она бы дала. Вот прям по каждому сегменту экономики. А это как раз нужны молодые мозги. Понимаете? Вот, мне кажется, вот даже когда вот такие кризисы, да, кризис не всегда имеет только такое негативное значение. Нет, кризис... Это как бы мы до дна достали, теперь надо отталкиваться и подниматься вверх. И вот в этот момент нужно как бы, по крайней мере, как бы заряжать молодежь на то, чтобы они начинали думать. Не как мы там, что главной ценностью, да, вот в мои 30 лет, да, ну в голове у всех бабло, понимаете? Вот реально бабло. А сейчас люди понимают, что оказывается, ну, во-первых, мы в розовых очках ходили, мы думали, что никаких угроз нету. Нет, вы знаете, вот за этот период у нас, давайте откровенно говорить, сформировалось за все эти годы потребительское общество. Да. Мы больше потребляем, Да. и, естественно, молодежь, она как бы тоже вот в этих рамках мыслит. Но, как показывает время, это тоже привело к кризису вот эту смыслов. Да. И что? Это же не дает того вот удовлетворительного такого эффекта. Такой разовый эффект есть, допустим, потребление. То есть, ну, мы эту тему не будем трогать, потому что она очень объемная. Я хотел бы сказать, да, что оказывается, если раньше у людей в голове было вот на первом месте, например, деньги, да, а сегодня на первое место выдвигается, оказывается, мир и безопасность. Это, оказывается, такая ключевая вещь. Вот у меня друг сейчас один в Германии, он, ну, у него компания была серьезная. Я не буду говорить, в какой стране, да, и вот он уехал туда, он потерял бизнес, и на маленькой должности, он говорит, знаешь, я понял одну вещь, все-таки, говорит, мир и безопасность, это, ну, вообще определяющая вещь. Помните, даже раньше были такие, вот к чему, вот самое главное, сейчас у меня возникла мысль, что вот к чему ведут такие вот форумы, мероприятия, конференции, круглые столы, когда молодежь, оно как бы зарождает, наверное, какую-то основу дружбы. Да. Помните, раньше было так, говорили, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Да. А если они участвуют в большинстве в таких форумах, как вы сказали, сколько там их будет? Это я только навскидку, вот я ребятам вот послал, я говорю, вот, посмотрите, что это за форум, это буквально вот, да, с утра. Я говорю, посмотрите, может быть, там заявку, посмотрите, говорю, постарайтесь принять участие там. Согласна. Вот, наладить определенные контакты. Это я только 5 таких взял вам, ну, известных в Оренбурге, в Крыму, в Нижнем Новгороде, да, вот таких ключевых взял, в России проводят. И как бы, они как раз занимаются вопросами зеленой экономики, но не в том избитом смысле вот зеленая экономика, да, а просто вот новые технологии, да, и вот, в общем, природопользование они занимаются. Такие трендовые вещи, которые связаны с климатической повесткой, да? И я говорю, вот вам полезно как раз поехать туда.
Вот как раз после вас, наверное, завтра мы соберемся, я им иногда советую просто, вот что делать. Вот я как раз сказал, замечательные международные форумы проводятся. Это Росмолодежь проводит, да? Вот. Там эта работа уже, честно говоря, вот, ну, вот, по крайней мере, я не скажу, что лет 10, по крайней мере, по моим наблюдениям, да, вот это вот движение потихонечку идет, вот, в Сочи у них вот эта детская школа, да, вот этих талантов собирает, это потенциальные научные работники, да, тоже. И дают возможность раскрыть им потенциал. Конечно. Раньше же как тоже вот таланты искали, помните, алло, мы ищем таланты, да, вот их нужно искать и продвигать, и нужно всячески способствовать. Потому что когда мы говорим, например, про экономику, нужно понимать, что в основе экономики технологии, правильно? А в основе технологии это наука стоит, правильно же? Ну, здесь мне подсказывают, что у нас, как всегда, подошло время, а мы должны уже к заключительной части перейти. На самом деле, я была очень приятно удивлена, когда вот мы как-то в своей каше варимся, в своей взрослой жизни, когда вы сказали, что в 2024 году более 60, допустим, мероприятий. С лишним мероприятий. Да, вот то, что там вот в будущем вот эти форумы, конференции проводятся вот в разных странах России. Будем надеяться, что молодежь, она будет активна и налаживать такие интеграционные связи. Я сейчас в правительстве услышу, что кому-то информация к размышлению. Да, и я только за то, чтобы мы дальше больше развивали как можно больше сил, вкладывали вот в молодежную политику, так как мы уже сказали, молодежь это наше будущее. Какое мы дадим им будущее, направление, на что мы сориентируем, какое направление, такое у нас и будет будущее. Спасибо, что пришли, и вы, как всегда, поделились своим мнением, опытом. До новых встреч. А тем, как всегда, у нас много для обсуждения. Да, спасибо. На этом наш эфир завершен. А я желаю вам всего доброго и до встречи.